Всем привет, ребята, подписчики, гости канала. Сегодня 4 октября и начались у меня долгожданные сборы. Я собираю вещи, завтра уже поеду на вторую избу. На улице сегодня, смотрите, снег сейчас уже начало таять. Сейчас 10 часов дня или утра, как правильно там. И вот тут у меня вещи. Вот такие сборы. Вкратце в 2 словах расскажу, что я взял. Взял 9 буханок хлеба. Также по мелочи тут конфеты, майонез, семечки. Как сказать, что там еще? Муку, я не знаю почему, но взял в этом году. Обычно я не люблю там что-либо печь. Лук, чеснок, сушки, чтоб чай пить, пачковый суп. Все это дело. И 2 термоса обязательно, 2 термоса взял. Это, скажем, дальние походы, если пешком буду ходить. Большой термос поблизости от избы, маленький термос. Сгущенка. Это тоже разовый пакет быстрой готовки. Это взял на всякий случай, если пойду я куда-нибудь на другие избы, если ночевать буду в других избах. Посмотрим, как получится. Консервы, тушенка, каша и еще банку кильки взял, я не знаю почему. Но попробуем. Это все пригодится. Многие скажут, что там кушать собираешься, не охотишься, там надо дичь варить, там рыбу жарить. Но рыба плавает, дичь летает, это надо добыть. Без продуктов я из дома никогда не выхожу. Если останется, это пускай останется. Здесь у меня пол ведра, получается, боеприпасы, оптический прицел. Здесь все для съемки. Здесь тоже нужные вещи. Лекарства. Аптечка такая небольшая. Крепление. Ну, это малая часть того, что я взял. Это в основном тут продукты у меня. Тут еще сыр, колбаса, творог, молоко я возьму. Будем надеяться, что погода не быстро замерзнет, лед станет. Тулан кого-то лает. Вон он, красавчик. Посмотрим, как себя покажет на охоте. Все это мы увидим. Вот так. Ну что еще? В принципе, в основном я уже бензин, все это заправил. Все уже приготовил. Нож заточил, там топоры заточил. Пила готова. Все вроде. Самое главное в этом походе, чтобы ничего не забыть. Потом посмотрим, что забудем или нет. Вот такие делишки. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. И кто подписан, не отписывайтесь. Посмотрим, какая охота будет. Все. Поехали на вторую избу. О, кто-то завел дрын-дын свой. Привет, ребята, еще раз. Сегодня 5 октября. 5 октября. 6 часов утра сейчас. Иду налегке, только на плече 2 оружия. Карабин и комбинированный север. Едем на вторую избу вообще. Я уже все загрузил. Снимать ничего не стал, как я грузил в лодке, потому что с фонариком еще темно было. А сейчас уже налегке я взял собак и будем двигаться. Вон они бегают. Погода вообще ужасная сегодня. Теплая. Летом такой жары не было. Я вспотел аж. И дождь идет. Не знаю, как съемка будет по пути.
Потому что до 9 часов показывала дождь. Вон тулан. Хвощ такой бегает. А, тула. Вот так. Вон наша лодка. Вещей, как всегда, море. Айда, пошли. Давай, все. Давай с щелей поехали. Давай, все, тулан, все. Вон, на лодку садятся. А на буран хоть ты как. Сажай, не будут садиться. Вот так. Ну ладно, не будем терять время. Поедем вообще на вторую избу. Да, сейчас поедем. Отчаливаем. Вот такой туман небольшой сейчас. Вроде как дождик перестает. Но моросит еще немножко. Вроде все взял. Но самое основное, первоначально я забыл. Поджопник. Я сейчас сижу на куртке. Я уже так привык к поджопнику. Вот этот туристический коврик, который сидюшка. Ну, поджопник. Простонародье так говорим. И я забыл. Вот такие дела. Туда. Рулевой. Я его посадил на цепь. Потому что он на самый нос лодки встает. Это не очень хорошо для меня. Если вдруг утка там взлетит или еще какой птица-зверь. Ладненько, едем. Отсюда выехать, самое главное. Еще более-менее мелко. Но вода с вчерашнего дня где-то сантиметров 10 еще прибыла. Все, поехали. Тут отдыхаю. Ну я потихоньку. Моторка вообще тяжело едет, я не знаю почему. Или перегруз у меня, вроде такого большого груза я не взял, но едем медленно. Как флот идет лодка. Не лодка, а флот, действительно. В будущем году, если материал будет, новую лодку надо сделать и моторку помощнее надо прикупить. Вот такие планы. Ну, еще едем, дальше будем. Самое главное, дождь перестал. Туман, вот смотрите какой. На каждом повороте такой туман. Айду я пересадил вон туда. Возле меня она сидела, но знаете, когда основной груз сзади лодки, лодка еще медленнее идет. Наверное, еще, если одно ведро хотя бы туда перекину, лишней не будет. Лучше будет идти мотор. Вот смотрите, изба. Много изб уже я проехал. Возле многих изб. И мало где охотники. Охотников нету, потому что уток нету. Утиных перелетов вообще нету. Вот сколько я еду уже, ни одной утки не видел. С утра сегодня только слышал 2 выстрела и все. Знакомые места из подписчиков должны понять, где я уже нахожусь. Сейчас буквально еще 100 метров, и вы увидите, где я прохожу на лодке. Сейчас вроде полевика, лодка нормально идет, моторка нормально идет. Обороты набрал. Наверное, что-то в карбюраторе попадало или я не знаю. Смотрите, где мы находимся, ребята. Полусосна. Что это значит? Догадались? Нет.
Первая изба, ребята. Вон она. Останавливаться не буду. Здесь мне брать нечего. Вон. Проехали мимо первой избы. Вон наша первая изба. Полусосна. Так назовем. В прошлом году половина сосны сломалась. Встречал также охотников. Один с берега мне покричал, там лодку спрашивал. Ниже Алексеевска у него сломалась. Спускается обратно уже домой. Вот. Пешком, видимо, поднимался. И на одной избе еще охотник был. Все, больше никого не встречал. Как ни странно, уток нету. А мы идем дальше. Собаки в многих местах тулан лаял. Наверное, может, норки или выдры, бобры, я не знаю. Вот именно на воду лаял и на берег, вот как-то так. Возле берега, наверное, ну, может, бобры тоже ходят. Не знаю кто. А Айда спокойно себя ведет. Если Айда насторожится, это уже, значит, или лось, или медведь. А сейчас пока все спокойно. Идем. Вот наша дорога тут проходит. Тут уже много я ходил, снимал. Все это знаю. Обогнали нас, ребят. Медленно мы идем, медленно. Очередная изба. Заехали на таежную речку. Первое препятствие сразу же, моментально. Ну, это не так страшно, как кажется. Главное, с течением надо разобраться. Фигово, когда течение. Здесь второй человек нужен. Мотор не справляется с течением. Короче, дело фигня тут. Так. Пиздец. Так. Вот это капкан. Блин. Что он нормально не видит? Зацепилась. Моторка. Опа. Ну давай. О, блядь. Что ты будешь делать, а? Хотел поснимать, как я уйди, Айда. Фу! Хотел поснимать, как я проеду. Но вот течением прижимает лодку. Айда, сиди там. Нельзя так челокнуть. Господь. Нормально проскочили. Вода жестко вот
прям мутная идет. Очень много воды будет скоро, наверное. Потому что вода с большой скоростью поднимается. Вот, ну ладно. Едем дальше. Пилить пока не буду. Вода поднимется, можно там проскочить. Вода упадет, можно тут проскочить. Заморачиваться этим не буду, время терять. Дело дрянь, ребят. У меня не заводится мотор. Я не знаю, что случилось. Перешли вот эту березу. Заводился, натроит. Поменял свечу. Ничего не помогло. Здесь отстойник откручивал. Думал, что это в карбюраторе. Все, я, короче, не знаю, что делать. Думал, что от бачка не идет бензин, но что-то там троит. Конкретно троит. И не могу понять, в чем причина тут. Неубываемый мотор Suzuki 6. Да. Такой же кусок железа, который ломается запросто. Я и смотрю, что-то обороты не набирает. Еду, обороты не набирает, и бензин уже дофига потратил. Что случилось с ним? Вот так. Вот это поход получается у нас. Вот такой поход. Ушко уже поломано, это 100 раз уже прикреплял, все равно ломается, хоть убей от вибрации. Пластик жесткий. Даже не хочет, чтобы какой-то звук был. А искра есть, а не заводится. Что может быть? Смотрите, как работает, ребят. Кое-как завел. Уже час тут я ковыряюсь, короче. Дунул, снял вот эту хомут. Дунул, короче, тут все забилось, видимо, топливо не идет. И как я думаю, как я понял, где-то надо регулировать еще карбюратор, потому что богатая смесь как будто. Не знаю, доедем ли сегодня мы куда-нибудь. Вообще настроение у меня упало, блин. Ладно, дальше буду разбираться. Одну причину я нашел. Где-то топливо не идет. Ребят, едем дальше. Едем тяжело. На средних оборотах иду. Я не знаю, что случилось с моторкой. Но причина, наверное, я думаю, все-таки фильтр там стоит топливный. Забивает, я не знаю. Я просто не знаю. Еду и еду на средних оборотах. Главное сегодня доехать. Хоть так. Я уж думал возвращаться обратно на весла. Но вот завелся мотор и идет. На малых оборотах вообще отлично работает. Чуть газ даешь, и он троит. Я не знаю, как будто вот богатая смесь. Похоже на это. Хоть так поедем, и то ладно. Вон капитан мой рулевой. Отпустил с цепи. Все равно стрелять некого. Уток вообще нету, ни одного не видел. Там, когда обгоняли меня, наверное, вот одна утка взлетела и все. Больше никого. Ну, нет так нет. Обойдемся и без уток. Не успел заснять. Снова упал туран на ходу. Лак. Бультыхался на носу, на лодке сидел. И вот последствия. Пусть побежит. Или там возьму лучше. Обороты не набирает мотор. Я не знаю, что с ним.
на средних оборотах еду. Лок! Лок, все. Лок. Вот смотрите, на малых оборотах как часы работают. Искупался, неуклюже так хлопает лапами, плавает. Здесь смотрите, какой поворот, очень большой, а тут напрямик вот. Сейчас вода большая, и напрямик поедем. Вон там поворот очень мощный. Все, здесь напрямик. Здесь сама течение, дорогу сама себе делает. Ну и люди помогают, пилят там валежники, вот эти коряги. Рано или поздно река здесь и будет. А там будет старица озеро. Вот напрямик, вышли целый поворот, где-то метров 400, наверное, сэкономили. Собаки кого-то учуяли, ребят. Он активно лает. Он там на повороте, я не знаю, что они там почувствовали. С ума сходит. Ох, азартный пес растет. Ох, азартный. Сынок, это чело. Мелкие заторы, вообще заторов нету. Ехать одно удовольствие. Один минус на сегодняшний день, только эта моторка. На малых оборотах приходится идти. Видел уже много рябчиков. Рябчики есть возле реки. Если с манком тут поохотиться, в этом году есть. С уверенностью я могу сказать. Уже, я не знаю по количеству, сколько штук я видел. И вон еще один, вон сел. Да. Вот тут глазами вижу, а на видео не могу взять. Ой, блин. Так, вон улетел. Блин. Опять сел. Коряга, ты покуда? Вон. Ну, короче, улетел. Даже на экран немножко, наверное, попал, надеюсь. Заторы очень мелкие. Встретился с охотником, спускается. Поговорили. Он уже где-то полмесяца, наверное, в лесу был. У него выше изба. Ну все. Сказал, не так много особо, и поспрашивал еще насчет моторки, но совет не может дать тоже. Ну, я не знаю, что случилось вообще. Только одно сказал, что может топливо не идет. Топливо вроде сейчас нормально идет, но вот троит что-то. Может, карбюратор еще так и засорилось. Ну да ладно.
Я думал это, кто-то поднимается на лодке, а говорит, ни с кем не встречался. Это лодка спускался и шум такой. Я слышал, как будто кто-то передо мной поднимается. А оказалось совершенно другое. У него собака тоже сучка и гуляет, Улан места не находит. Там подрались Айда с его собакой. Вообще жестко. Сейчас у нас, смотрите, как бурлит, мотор не идет. Ну ладно, потихоньку, но должны доехать. Ну они по берегу будут бежать. Мы уже подъезжаем на своей территории, я уже вообще на своих промысловых участках. Постепенно приближаемся к избушке. Они не отстанут, еду медленно. Последний поворот, ребят. Чуть выше на стану. Здесь берег хреновый. Жесть, сегодня я еду. Я не знаю как. Вот, наша остановка. Сколько воды тут у меня на лодке. Вот Улан прибежал. Я его перевез на этот берег, потому что не хочет переплывать и все. Смотрите, на остановке сразу видим следы бобров. И по пути очень много встречались. Даже свежие следы кормежки бобров. Фух, вот это да, ребят. Вот это я пилил сегодня. Я расстроен. Я не знаю, просто вот не знаю, что случилось. Дома не проверил. Каждый раз я когда перед отъездом я проверяю мотор. Но в этот раз не проверил. И вон как вышло. Да и не думал, что так будет. Ну как сказать. Ну что случилось, что уже случилось. Ничего не поделаешь с этим. Сейчас я возьму ружье и давайте сходим в избушку. Мне надо раздеться, теплую одежду. Вот, блин. Столько планов было у меня вверх еще подняться на лодке. Бензин еще прихватил больше, чтобы туда выше подняться, покататься на лодке. Не знаю. Ладно, сходим на избу, ребят.